Наркомания – одна из главных проблем нашего общества. Ежегодно наблюдается прирост потребителей наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ и их аналогов. По словам начальника судебного управления Генпрокуратуры Даура Амичба, за 2 года количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выросло. По этому факту за 2022 год судами общей юрисдикции осуждено 171 лицо, тогда как за аналогичный период 2021 года было осуждено 116 человек. В отношении 2 применены принудительные меры медицинского характера. В отношении 1 лица прекращено в связи со смертью, 1 лицо оправдано. К реальному лишению свободы осуждено 69 лиц, к условному 101 лицо. Штраф назначен 1 лицу. Всего за 2022 год правоохранительной системой и судами изъято из незаконного оборота наркотиков: марихуана 492,5 грамма, метадон 318,9 грамм, пригабалин 81,2 грамма, мефедрон 53,9, амфетамин 3, метамфетамин 3 грамма, мак 17 корней, каннабис 246 корней. Штрафы в качестве дополнительного наказания назначены на сумму порядка 16 миллионов 628 тысяч рублей. Как показывает практика, изменилась национальная принадлежность и пол лиц, распространяющих наркотики. Если ранее это были в основном граждане России и местные жители, то в последнее время сбытчиками становятся уроженцы Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Изменился и их количественный состав. Сегодня это высокоорганизованные группы, активно использующие интернет-ресурсы. Борьбу с распространением наркомании вести одними репрессивными методами невозможно. Параллельно в эту борьбу должны включаться и общественные организации, институты и средства массовой информации, сферы образования, культуры и спорта. Немалую роль в борьбе с наркоманией играет и пропаганда среди детей школьного возраста. Считаем, что предпринимаемые меры в виде разовых лекций о вреде наркотиков недостаточны. И эти занятия могли бы быть введены Министерством образования как обязательные. Наиболее слабым местом в организации профилактики наркомании по-прежнему является отсутствие координации деятельности системы здравоохранения, области культуры, спорта, комиссий и инспекциям по делам несовершеннолетних и военных комиссариатов. За 2022 год правоохранительными органами республики зарегистрировано 255 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из них 95 тяжких, что составляет около 37%. За 2022 год также выявлено 178 преступлений по статье 223 УК РА. Это незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. За аналогичный период 2021 года выявлено 158 преступлений, что на 20 преступлений больше показателей прошлого года. 34 преступления по статье 224 УК РА «Незаконное производство, переработка, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта». За аналогичный период 2021 года выявлено 23 преступления, что на 11 преступлений больше показателей предыдущего года. Таким образом, из незаконного оборота изъято более 4 килограмм. Наиболее неблагополучная обстановка сложилась в городе Сухум, Сухумском, Гулрыбшском, Гудаутском районах. Самыми распространенными наркотиками остаются метадон, мефедрон, марихуана, мак и сильнодействующие психотропные лекарственные препараты. Организованные преступные группы, используя приемы конспирации, создают разветвленную сеть путей наркотического трафика. При разработке подобных групп уголовной ответственности удается привлечь лишь членов низшего звена группировки или среднего звена, выполняющих роль дилеров и так называемых закладчиков. Установить руководящее звено организованной группы, а также привлечь к уголовной ответственности в большинстве своем не представляется возможным. Профильными подразделениями службы государственной безопасности совместно с УКОН МВД Республики Абхазия реализовано свыше 10 запланированных специальных антинаркотических операций, в том числе направленные на пресечение незаконного ввоза наркотических средств на территорию Республики Абхазия, а также разработку и реализацию оперативной информации в отношении преступных групп, занимающихся сбытом наркотических средств. Из них следственным отделом службы государственной безопасности возбуждено 4 уголовных дела, из которых 3 в настоящее время направлены в Сухумский городской суд. Сотрудниками правоохранительных подразделений ГТК совместно с правоохранительными ведомствами также проводилась работа по выявлению подобных преступлений. За год в целом было реализовано 18 мероприятий, в результате которых при попытке перемещения были обнаружены и изъяты вещества метадон общей массой 8,7 грамма и пригабалин массой 36 грамм. В связи с тем, что цена на наркотические средства на территории Республики Абхазия значительно превышает стоимость их в Российской Федерации, наркозависимые лица с целью приобретения и употребления наркотиков выезжают на территорию России. Далее незаконно пытаются переместить на территорию
Республики Абхазия, в основном с сокрытием в одежде, либо в личных вещах, в транспортных средствах, а также внутриполосным способом. Одним из приоритетных направлений также является изучение грузопотоков через таможенную границу с целью недопущения ввоза крупных партий наркотиков. В связи с этим необходима оперативная и гибкая координация и консолидация усилий в противодействии контрабанде наркотиков со стороны всех ведомств. Как мы отмечали ранее, главным условием для борьбы с контрабандой и правонарушениями в сфере таможенного дела является применение специального оборудования. К сожалению, ГТК Республики Абхазия до сих пор не располагает необходимыми техническими средствами таможенного контроля, способного определять состав перевозимых грузов, просвечивать. Министерство просвещения совместно с Министерством соцобеспечения и демографической политики осуществляет работу с несовершеннолетними, которые выпадают из сферы образования во всех районах республики. Социальная работа в каждой семье планируется специалистами службы индивидуально по итогам оценки с учетом конкретных нужд семей и особенностей ситуации. Было принято решение о прикреплении специалиста по социальной работе к каждой школе. На протяжении всего времени в 2022 году взаимодействие службы социальной поддержки детей и семей, а также Министерства просвещения совместно определили немалое количество детей в школу-интернат из-за сложной семейной ситуации в семье. Была рабочая встреча с министром просвещения, пришли к такому решению, но мы, наверное, будем совместно с Генеральной прокуратурой и со всеми общественными организациями по правам ребенка. В МВД имеется теперь возможность проводить, громко сказать, исследовать кровь и мочу. И в этом плане, в профилактическом плане, мы хотим, наверное, мы посмотрели международную практику, что они уже в школах начинают проверять детей старшего класса на предмет употребления наркотических веществ. Я, безусловно, понимаю, что общественность наша, родители, мы все родители, да, может быть, неоднозначно это воспримет, но, наверное, нам надо найти общий язык с родителями и объяснить, что это направлено в первую очередь на профилактику. В конце совещания генеральный прокурор Адгур Агарба подвел итоги. Очень отрадно заметить, что вот у нас работа в 2022 году, результаты работы стали лучше, она стала более эффективной в этом направлении. Это абсолютная правда. Время доказывания, выявления и раскрытия таких преступлений лежит на нас. Это наша основная задача. Все остальные министерства и ведомства, они занимаются профилактикой, что тоже было бы очень полезно для нашего общества в целом. Поэтому мы вас призываем и просим тоже усилить работу. И в этом плане мы на вас очень надеемся. Задают очень часто вопросы, почему в основном привлекаются лица, которые непосредственно распространяют наркотические препараты, то есть занимаются распространением. Это зачастую пособники, либо исполнители этих преступлений. Организаторы, они у нас остаются недосягаемыми. Почему? Потому что они находятся за пределами Республики Абхазия. Очень сложно установить и очень сложно доказать. Мы видим, что сейчас у нас происходит процесс новых технологий, развития новых технологий. Такие преступления совершаются с помощью различных групп, интернет-сайтов, которые создаются, посредством которых потом уже совершаются эти преступления. Но тем не менее, несмотря на это, несмотря на все сложности, которые эта проблема в себя включает, надо отдать должное оперативным сотрудникам. Я хочу сегодня сказать, что у нас очень хорошее взаимодействие между МВД, прокуратурой, СГБ, сейчас уже вот и с таможенными службами мы очень тесно стали взаимодействовать. Это, я думаю, что принесет большую пользу. По итогам совещания будет подготовлен проект постановления координационного совещания правоохранительных органов республики. Эсма Гуланце, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.